Амраль, спасибо. Ну а если говорить по существу, то вся моя сознательная жизнь, она связана с родным Татарстаном. Начиная с 50-х годов, после окончания университета, работы в Елабуге, прокуратуры, 4 горкома комсомола, 4 горком партии. Сначала строительство Нижнекамска меня выдвинули председателем райисполкома первым, когда еще только скроили район Нижнекамский. Потом довелось поработать в областном комитете партии. А в период, когда по некоторым причинам в столице поднял голову бандитизм, меня назначили министром внутренних дел Татарстана. Я это говорю для того, чтобы сказать, что наш родной Татарстан, особенно неплохо это знать нынешнему поколению татарстанцев, никогда не был в отстающих. Он всегда был в Советском Союзе, в Российской Федерации, в первых рядах. Если, как у нас принято говорить, в 70-е, 60-е годы в стране был застой, то я, как живой участник повседневной жизни в те годы в Татарстане, могу свидетельствовать, что никакого застоя в Татарстане не было. Это был уникальный период, когда 50-е, 60-е, 70-е годы, когда на территории одной республики несколько всесоюзных ударных строек. Всесоюзная ударная стройка по освоению нефти еще не закончилась. Объявлена ударная стройка в Нижнекамске, в которой я вот вместе с тысячами добровольцев, не снимая резиновых сапог, 6 лет вместе работал. Затем КАМАЗ объявлен, Оргсинтез и так далее. Поэтому я говорю единственно для того, чтобы сказать, что все это было потому, что татарстанцам всегда везло на руководителях. Мне вот десятилетия пришлось поработать с руководителем секретарем Зянчем Табеевым, с Митемир Халиповичем. И вот теперь уже, значит, с нынешним президентом Рустемом Нургалиевичем. Это истинные государственники. И татарстанцы должны об этом знать. Не будь секретарем Зянча Табеева, не было бы Нижнекамска, не было бы КАМАЗа. Я это говорю как свидетель, когда в наших общениях постоянно с руководителями, с первыми лицами государства, они сами подчеркивали, что они будут целеустремленные, квалифицированные, грамотные позиции руководства Татарстана. Не было Нижнекамска, и не было бы КАМАЗа и других объектов большой государственной значимости. Поэтому еще раз спасибо большое. Спасибо вам. Привет. Да. Может быть, землякам лаишевцам 2 слова? Да. Несколько слов, потому что мы еще передадим привет Лаишеву. Да. Моим землякам Лаишеве особое спасибо. Вырос я и родился в многодетной крестьянской семье. Посчастливилось нас 8 человек у папы с мамой. Мне довелось быть старшим. Вот. И я с большой удовлетворенностью хочу сказать, что никто из нас родной Татарстан не подвел. Ни братья мои, ни сестры. Ни сыновья. Поэтому ни сыновья, оба, Виктор и Юрий. Сейчас работают уже внуки, мои братья, племянники. Так что, дорогие лаишевцы, вам особый привет. И пожелания большие, добра большого вам в новом году, в наступающем. И не только в новом, но и на многие-многие лета. Спасибо. Спасибо.